Здравствуйте, в эфире телеканала «Осетия. Вечерняя смена». Сегодня в компании с вами я, Мадина Русланова, вместе с гостями и экспертами студии мы будем обсуждать самые актуальные и самые важные события. Оставайтесь с нами. 4 сентября в республике стартовал новый учебный год. В прошлом учебном сезоне из-за пандемии школьники пропустили треть очных занятий. Образовательные организации были вынуждены работать дистанционно в целях снижения рисков распространения коронавируса. О том, как проходит переход на новый формат обучения, как дети проходят адаптацию, какие изменения введены в школах и в вузах, узнаем у наших гостей. Альбины Измайловны Дзлиевой, замначальника управления образования города Владикавказа, и Оксаны Царикаевой, начальника управления по связям с общественностью СОГУ. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. У нас в республике первый учебный день был 4 сентября. Как прошли школьные линейки и какие-то были наверняка ограничения использованы? Вот расскажите мне немного об этом. Ну, сегодня все наши школы приняли деток. К счастью, мы сегодня начали в полном объеме образовательный процесс. Линейки мы провели в субботу. И что хочу сказать, основное наше требование – это соблюдение всех санитарных норм и правил. Есть методические рекомендации Роспотребнадзора о проведении учебного процесса в сегодняшней ситуации, и поэтому наша задача была подготовить все образовательные учреждения к тому, чтобы мы могли обезопасить наших деток. Все педагоги, руководители образовательных учреждений поработали в этом направлении, и сегодня мы приняли деток вот по всем требованиям. Что мы сделали? Мы открыли все входные двери, которые были в образовательных учреждениях. То есть, чтобы уменьшить скопление деток, мы развели их. Например, если в школе есть 4 входа, мы все 4 входа открыли. На каждом входе проводили термометрию, присутствовали медицинские работники, дежурные педагоги. И сегодняшний день показал, что мы готовы. Замечаний Роспотребнадзор и волонтеры-медики сегодня присутствовали во всех образовательных учреждениях города, и готовность у нас была хорошая. А сколько детей на сегодняшний день приняли школы из республики? Значит, у нас на сегодняшний день в школах города более 38 тысяч деток. В первый класс мы приняли 4350 детей, что на 300 детей больше. А в общем около 1500 деток больше, чем в прошлом году мы приняли. А все ли учебные заведения республики, высшие и школы работают в режиме офлайн, как и раньше, как обычно, по старинке, так сказать, или какие-то еще соблюдаются меры предосторожности и частично, может быть, еще осталось дистанционное обучение? Ну, все школы у нас работают в обычном режиме. Пока о дистанционном режиме у нас нет разговоров. Конечно, у нас пока кабинетная система отменена, то есть за каждым классом закреплен определенное помещение закреплено, и дети в основном минимизируем мы пересечение деток, встреча на переменах и так далее. Ну, а так, конечно, мы в школах и мы в классах. К счастью. А все ли иностранные студенты прибыли уже в СОГУ для обучения? Если да, то прошли ли они какой-то карантин? Дело в том, что вот то, о чем вы сказали, это как раз та замечательная новость, с которой мы начали учебный год, потому что действительно в прошлом году наши иностранные студенты не могли пересечь границу из-за тех мер, которые принимались для того, чтобы не распространялся COVID-19. И вот теперь Министерство науки и высшего образования, они обнародовали документ, по которому иностранные граждане, которые обучаются в российских вузах, они смогут очно, то есть пересечь границу и начать обучение уже в том вузе, в котором они обучаются. Всего в нашем университете обучается 230 иностранных студентов. Приемная кампания по иностранным студентам она еще продолжается. И
И, конечно, благотворную роль сыграет то, что это будет уже очное обучение, потому что последние несколько лет в университете именно роль иностранных студентов, она увеличивалась. Конечно, этому способствовало то, что в университете можно получить качественное образование, общественно-политическая стабильность, которая есть в республике, и межэтническое согласие, которое, благо, у нас есть. Но, к сожалению, вот именно заочность, дистанционность, конечно, становилась тем тормозом, который, к сожалению, уже увеличение, уже мы не могли об этом говорить. Но сейчас, благодаря тому, что перейдет уже очное обучение, мы будем надеяться что ситуация будет меняться в лучшую сторону, конечно. Что касаемо приезда, то пока о приезде мы не можем говорить, потому что документ только недавно был обнародован, и мы только вот ожидаем, что студенты будут приезжать, и иностранные студенты не смогут продолжить обучение, не только продолжить обучение, но и сделать прививку от коронавируса уже здесь, на территории Российской Федерации. И так же, как с российскими студентами, все происходит на добровольной основе. Очень положительные новости, конечно. Была информация, что в 12 школах республики нет теплых туалетов. Вот как-то с этим ситуация разрешилась на сегодняшний день? Ну, что касается теплых санузлов, значит, у нас в городе Владикавказ, конечно, у нас все образовательные учреждения имеют внутренние санузлы. Это касалось больше сельских учреждений. Но вместе с тем, вы знаете, любая школа, это первым долгом, это санузлы, это пищеблок, это спортивный зал. То есть все эти места должны быть максимально комфортны для детей. И на это мы еще раз обратили внимание. Во всех санузлах проведены косметические ремонты. Там, где нужно было поменять и сантехнику, и подправить там канализацию, мы это все еще раз по ним прошлись. И считаем, что максимально мы сделали все для того, чтобы деткам было вообще в наших школах комфортно. А так, конечно, с этим у нас проблем не было. А что касается пищеблоков, как раз в столовой дети и школ, и вузов, они как-то будут разведены тоже? Может быть, в разное время у них будут обеды? Ну вот, наверное, в университете с этим чуть сложнее будет все-таки не скапливать там людей. Безусловно, это имеет место быть, но как раз те люди, которые отвечают за питание, они уже провели, скажем так, организационную работу в этом направлении, чтобы действительно те меры противодействия, это в первую очередь ношение масок, это термометрия, это санитайзеры, это действительно социальная дистанция, которая должна соблюдаться не только в столовых, начиная с аудитории, с входа и кончая уже теми же самыми столовыми, все это соблюдалось. А детей все-таки как-то будут разводить, наверное, да? Да, вы знаете, прошлый год, мы в прошлом году очень большую работу в этом направлении провели, и мы практически были готовы к этому. И поэтому в каждой школе у нас есть график посещения пищеблоков, где детки определенного класса, они знают по графику свое время, и они строго по своему времени посещают столовые. И скопления в столовых не бывает. Мы освободили время для большой перемены, чтобы дети с 5 по 11 класс могли и в буфет попасть, и пообедать на большой перемене. Поэтому мы к этому были готовы. Конечно, задача непростая, но мы считаем, что вначале было очень сложно в прошлом году, но спасибо хочу сказать и педагогам, руководителям, конечно, работникам пищеблоков, которые были у нас и ошибки какие-то, но все равно мы научились это делать, и мы это делаем вовремя и без нарушений. В августе Министерство науки и высшего образования России рекомендовало перевести не привившихся от коронавируса студентов на удаленный формат обучения. Позднее все-таки сказали, что какие-то изменения в это готовы внести. Вот какие это изменения на сегодняшний день?
Ну, Так как это наверно. вопрос Министерства науки и высшего образования, то здесь, опять же, вы уже сказали, что это уже трактовка неправильная была, некорректная средствами массовой информации, потому что здесь ключевое слово это была рекомендация. И нашим студентам мы тоже рекомендуем, чтобы они сделали прививку, но опять же это все на добровольной основе. Но наши студенты, они сознательные граждане, они понимают, что для того, чтобы любимый учебный процесс проходил в очном режиме, для этого надо, чтобы было как меньше заболевших коронавирусом. А для этого нужно сделать прививку. Ну, то есть мы можем сказать о том, что к принудительной вакцинации студентов не будет ее. Безусловно, нет. То есть все смогут спокойно по собственному желанию посещать пары, даже если Это не сознательный хотят выбор каждого прививаться. студента. Мгм. Что касается каких-то жестких санитарных требований вот в школах детьми, что должно соблюдаться? Ну, одним из самых жестких требований является утренний фильтр. Утренний фильтр, когда мы проводим утреннюю термометрию, и если мы видим, что температура не соответствует норме, тут же мы отводим ребенка в медицинский кабинет, и медицинский работник принимает определенные меры, какие они как бы знают очень подробно, и звоним родителям. Вот это является самым главным требованием. И, конечно же, вот мы уже про столовые, про пищеблоки говорили, это строгое соблюдение всеми работниками пищеблоков санитарных норм и правил. Это и перчатки, и ношение масок, и обработка поверхностей. Все-таки немного хочется перевести тему на более позитивную. Я знаю, Оксана, что сегодня в СОГУ состоялось открытие молодежного фестиваля «Знания». Вот расскажите подробнее о том, как прошло это мероприятие и по чьей инициативе. Все хорошее — это давно забытое старое. И вот знание, что это такое? Это российская просветительская организация, которая корни уходит в Советский Союз. В 1947 году эта структура была открыта, и уже через год, в 1948 году, региональное отделение общества было открыто на территории Северной Осетии. И в этом году Владимир Владимирович Путин, президент России, по его инициативе произошла реорганизация общества. И в нашей республике также снова возобновило работу общество знания. Председателем регионального отделения стал ректор Северо-Осетинского госуниверситета Алан Нурсумагович Огоев. И вот уже второй форум, второй фестиваль просветительский проходит от имени общества знания. Действительно, это очень интересные встречи, для которых надо было раньше куда-то далеко выезжать, а теперь суперпрофессионалы, специалисты в своем деле, они приезжают и делятся своим опытом, своими знаниями с нами. Со всеми студентами, школьниками доступ открытый. И фестиваль «Полезное знание», он будет проходить с 6 по 8 сентября на площадке Северо-Осетинского госуниверситета. Поэтому тема спорт, здоровый образ жизни, притом специалисты, они как раз будут советовать, как прийти к здоровому образу жизни осознанно, чтобы не сделать ошибок, из плюса сделать минус. И как раз вот с этими специалистами можно будет встретиться. И 6 по 8 сентября приходите, не теряйте. То есть это как формат каких-то лекций, каких-то мастер-классов? Это паблик-токи, это мастер-классы. Программа форума есть на сайте Северо-Осетинского госуниверситета. Каждый может найти что-то для себя ценное. Поэтому пусть приходят. Но это только для студентов вашего университета или для всех студентов города? Нет, доступ открытый, поэтому приходите. Я думаю, информация очень будет полезной и актуальной. Спасибо. Вот все-таки, я думаю, студенты наверняка с радостью узнали о проведении такого фестиваля, потому что прошлый год, конечно же, всех дистанцировал очень сильно друг от друга и непосредственно от учебных заведений. Вот все-таки как, безусловно, сложный прошлый пандемийный год сказался на уровне образования в школах, вузах и на настроении учащихся?
Конечно, мы очень рады тому, что у нас детки в школе, и дети сами очень рады, родители. Во-первых, я хочу сказать спасибо огромное родителям. Родителям за то, что они нам всегда, каждый год помогают во время подготовки учреждений к новому учебному году. И особо мы рады проведению мероприятий. То есть кроме образовательного процесса, если мы можем и параграф выучить дома, и задания выполнить, нам хочется участвовать в различного вида конкурсах, конференциях, мероприятиях. И сейчас у нас есть это право, и мы можем это делать. И поэтому и дети, и педагоги, мы будем работать над тем, то, что мы упустили в прошлом учебном году, мы это будем наверстывать и будем участвовать во всех мероприятиях, которые будут нам предлагаться. Оксан, с каким настроением студенты Северо-Остинского госуниверситета вернулись на учебу в этом году? Настроение бодрое, в ожидании новых знаний. И здесь, возвращаясь вот к прошлому ковидному году, я хотела бы сказать, что благодаря вот совместной слаженной работе, которая была и профессорско-преподавательский состав, студенчество, ректорат, ни один день, ни одна лекция академическая не была потеряна, потому что когда мы перешли на дистант, у нас уже была активно действующая электронная информационно-образовательная среда, благодаря которой студенты могли получать знания. Сегодня мы надеемся, что мы к этому будем переходить только как к дополнительному инструменту, а большая часть занятий, конечно, будет проходить очно. То есть ваши студенты, в принципе, можно сказать, достаточно быстро адаптировались к той форме обучения, к которой мы вынуждены были все прийти? Безусловно. Здесь даже плюс я могу сказать, что не только академическими лекциями занимались, но, например, студенты юридического факультета в ковидный 2020 год еще не открыли бесплатную юридическую клинику, где они оказывали юридическую помощь людям, которые во время ковида были уволены. И как раз они им помогали восстанавливаться на работе. Студенты психолого-педагогического факультета, они оказывали психологическую помощь в то непростое время. Все это делалось бесплатно, поэтому не только учились, но еще и делились своими знаниями, оказывали профессиональную помощь. Угу. Понятно, что дистанционное обучение это была такая вынужденная мера во время пандемии, но вот все-таки насколько дистанционка может заменить традиционное обучение, как вы считаете? Ну, если говорить, конечно, о замене, да, конечно, мы не скажем, что это прям заменяет, но вместе с тем, вот и Оксана это сказала, да, мы увидели, что мы можем достичь такого же результата, как в урочной системе. И поэтому как дополнительная мера, педагоги этой мерой будут пользоваться. А так, конечно, прямое общение, это есть прямое общение педагога с детьми, но вместе с тем результат, мы думаем, что достигается не менее качественный, чем при обычном уровне преподавания. Да, но все-таки достаточно много времени, согласитесь, потеряли все ученики, находясь на дистанционном обучении. Но... Потеряли, но вместе с тем вот на самом деле учителя школ такую огромную работу проводили, конечно, совместно с родителями. Было тяжело, очень много бывало звонков, потому что и, может быть, и родители были не готовы. В основном, конечно, родители, дети старались вот по-другому относиться к занятиям. Но вместе с тем мы все вместе справились. И, конечно, пусть не придется нам в полном объеме это делать, но уже, конечно, по-другому совершенно будем подходить. Альбина, были такие случаи, может быть, когда родители не могли себе позволить выход в интернет, какие-то средства связи, да, ноутбуки, смартфоны, может быть, да? Вот как в таких случаях вы действовали? Были, и это тоже мы организовали, мы точечно все обращения родителей, которые бывали, мы их отрабатывали. То есть мы выдавали школьную технику, школьные ноутбуки выдавали родителям под акты приема передачи, которые на временное пользование они забирали домой. И все обращения, которые у нас были, мы их удовлетворяли. Это касается и вузов. Кстати, да. Вот, например, наши именно отдел воспитательной работы и так далее, они каждого студента обзванивали, и действительно были ребята, которые
живут в отдаленном селе, проблемы с интернетом или нет компьютера, ноутбука. И университет им оказывал помощь в том, чтобы материально-технически возместить вот те возможности, которых у них не было. Мгм. Ну что ж, я надеюсь, мы больше никогда не столкнемся с такого рода проблемами, и наши дети будут учиться во благо, и легко, просто, и главное, чтобы все были Надеюсь. здоровы. Да, надеюсь. Спасибо вам большое, что сегодня нашли время и пришли к нам в гости. А у нас на телеканале небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Лесные пожары, сход лавин, гибель туристов в горах. Такими новостями в последнее время пестрят информационные порталы. Это ли не повод в очередной раз поговорить о мерах безопасности и правилах поведения в горах и лесах? Это мы сделаем сегодня вместе с нашим гостем Александром Глазовым, начальником Владикавказского поисково-спасательного подразделения Северо-Остинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Здравствуйте и спасибо, что сегодня пришли к нам в гости. 2021 год, безусловно, стал, к сожалению, рекордным по площадям лесных пожаров России за всю историю наблюдений. Вот все-таки главная причина пожаров – это сами люди, которые не соблюдают каких-то правил предосторожности, или все-таки это следствие глобального изменения климата, с которым мы, к сожалению, ничего поделать не можем? Ну, это, конечно, комплексно все надо рассматривать. Во-первых, изменение климата, оно влияет на то, что более сухие ветки становятся, более сухие леса. И плюс к этому, естественно, люди привыкли уже как-то ходить, как-то привыкли общаться с лесом. Где-то достаточно было просто залить водой, какие-то угольки оставались внутри, и они со временем могли затухнуть. То сейчас из-за того, что повышена сухость, более внимательно просто надо к этому относиться. И уже вплоть до того, что свой костер необходимо перекапывать. Не просто бросать его, уже действительно закапывать, сравнивать, чтобы ничего вообще не было. И тогда, я думаю, будет гораздо меньше таких проблем. Что касается поджигания сухой травы, чем часто жители нашего города, мне кажется, грешат? Ну, к счастью, не жители нашего города. В основном это делают пастухи. Они привыкли, их отцы, наверное, учили еще, что время от времени надо траву поджигать, чтобы она возобновлялась. Но то же самое. Из-за того, что климат меняется, что склоны становятся гораздо суше, то возникают крупные пожары. Горят склоны, занимаются наши леса. И большая проблема тоже из-за этого происходит. Если мы все же говорим о мерах безопасности и правилах поведения в лесу, что основное мы бы с вами могли сейчас выделить? Ну, меры безопасности очень разнообразные. Для каждого случая, по большому счету, они свои. Поэтому, если человек не определился, куда идти, желательно, чтобы он шел с опытным уже человеком. Это самое главное. Если по какой-то причине хочется самому пойти, ну, хотя бы консультацию взять у людей, которые бывали в этих районах, чтобы четко человек уже мог понимать, куда он идет, на что он может рассчитывать. Ну и, естественно, общие правила безопасности – это экипировка, это какие-то защитные средства в плане кремов, очков и так далее. Вот, вкратце так. Если мы говорим о профилактике, то как можно обезопасить свои дома или же дачные участки, которые находятся вблизи лесов от пожаров, которые могут возникнуть? Ну, самые простые варианты – это какие-то минерализованные полосы делать. Если вы знаете, что опасность возгорания достаточно вероятна, высока, необходимо просто окопать свой участок. Если луговые какие-то места, то достаточно бывает ширину полосы около метра хотя бы. То есть трактор прошел один раз, и все нормально будет. Если, естественно, дача стоит в лесу, это гораздо сложнее сделать, и, в общем-то, самостоятельно не стоит этим заниматься, потому что если придется вдруг рубить деревья, то могут
большие штрафы накладываться на это. Ну, я не знаю, насколько это достоверно, но я читала, что еще чем-то обрабатывают сами дома. Ну, Какими-то в основном это, составами. конечно, делают при постройках. Современные дома из деревянного бруса, какие-то другие материалы, они заранее уже на заводах обрабатываются. Но, тем не менее, есть средства, которые дополнительно увеличивают огнепрочность дерева в том числе. Но у меня, к сожалению, данных нету, насколько это реально помогает. Но все-таки, если есть возможность, наверное, лучше как-то обезопасить себя в этом отношении. Конечно, да. Во избежание чрезвычайных ситуаций. Вот за последнее время также очень часто встречаются новости о гибели туристов в горах. Вот в горах последнее о том, что 31 августа группа украинских туристов попала под лавину на горе Казбек. А все-таки что становится, помимо таких природных причин, частой причиной гибели туристов в горах? Почему так происходит? Ну, прежде всего, это то, что я уже сказал. Люди не вполне понимают, куда они идут. То есть, если брать конкретно вот эту группу туристов, они шли самостоятельно. Они знают, что они вообще с территории Грузии шли. Они знают, что с территории Грузии гораздо проще подход на гору, выход на гору Казбек, чем со стороны Осетии. И, в общем-то, скорее всего, я так предполагаю, что они решили пойти по наиболее простому пути. Но, тем не менее, с той стороны тоже очень много гидов работает, много инструкторов, которым, ну, хотя бы надо было подойти и взять консультацию. Я, честно говоря, сомневаюсь, что они это делали и пошли на свой страх и риск. То есть, насколько я понимаю, вообще перед восхождением туристы должны или альпинисты регистрироваться где-то, чтобы потом их можно было проще найти, и какая-то есть база для этого, да, я так понимаю? Ну, у нас в России принята система регистрации в структурах МЧС. Любая туристическая группа, которая выходит в район действия данного подразделения, она может, это не обязательно, к сожалению, пожалуй, к сожалению, это не обязательно, но она, если захочет, может зарегистрироваться. То есть у спасателей, во-первых, будет информация об этой группе. Второе, скорее всего, телефон какой-то контактный они оставят. Ну и, естественно, получат какую-то информацию о своем пути уже от спасателей. Но еще раз подчеркиваю, что спасатели просто не в состоянии охватить каждый конкретный участок своего района на данный момент. То есть они, даже тот же самый Казбек, прекрасно знают, что восхождение имеет какую-то сложность, могут рассказать по участкам, но они не могут описать погодные условия, которые конкретно сейчас там находятся. Поэтому еще раз подчеркиваю, что желательно обращаться к гидам и инструкторам, которые помогают в этих восхождениях. То есть уже какой-то составлять точный маршрут для того, чтобы было спокойнее зарегистрироваться также в Конечно, базе, чтобы конечно, МЧС был да. доступ о том, кто делает восхождение, да, когда оно началось, чтобы можно было вовремя, может быть, забить тревогу, если людей нет, да? То есть вы как-то мониторите потом, если Абсолютно группа правильно, ушла да, там конечно. какого-то числа? Да, есть специальная форма, которая заполняется, это на сайте, в интернете, прям заполняется форма, и заполненная форма уже скидывается сотрудникам МЧС, и уже на основании этой заполненной формы уже четко мы можем отработать. Если есть необходимость, связываемся по телефону. Если люди считают, что у них какая-то возникает необходимость, они могут нам позвонить. То есть уже какие-то контакты налаживаются, уже есть взаимосвязь, и, естественно, и им легче, и нам понятнее. А по группе туристов из Украины работали спасатели Грузии, да, я так понимаю? Да. Эта группа, она шла со стороны Грузии, и несчастный случай случился тоже на грузинской стороне. Поэтому нас могли задействовать только через Министерство иностранных дел. Мы сами там не могли просто работать.
Ну, я так понимаю, в этом и не было необходимости, если там Ну, уже прежде работали всего, да, спасатели прежде в всего не Грузии. было необходимости серьезной. Несколько дней назад также была информация, что в Южной Осетии из-за проливных дождей сошел сель и перекрыл дорогу к населенному пункту. Погода и нас, к сожалению, сейчас особо не радует. Вот стоит ли жителям республики опасаться чего-то подобного? Ну, в горных районах, безусловно, местные жители, которые долго живут в этом районе, испоконно, как говорится, они уже сами знают, когда что может сойти. Уже определяют по погоде, по состоянию. А если кто-то приезжает, естественно, то же самое и спрашивать, получать консультацию, по крайней мере, какие-то основные вехи мы можем подсказать. Все-таки, мне кажется, у нас все еще немало туристов находится в Осетии. И, возможно, не все из них хотят совершать восхождение куда-то, но просто съездить в горы сейчас. Насколько это безопасно? Или лучше воздержаться, пока такие погодные условия? Ну, во-первых, у нас очень много баз отдыха в предгорных районах. Я считаю, что вполне возможно, если кто-то хочет, можно выехать на территорию этих баз отдыха. Если более экстремальный туризм кто-то хочет, естественно, там уже надо более тонко, тщательно и внимательно подходить к своему маршруту, к своей экипировке. И то, что я говорил, желательно брать консультации. И особенно в нынешние погодные условия. Потому что действительно начинает набухать почва. В некоторых местах особо опасных уже пошли первые сели, вот, как вы сказали. У нас тоже небольшие сели прошли, но, к счастью, они не затронули никаких дорог, но, тем не менее, уже прецеденты есть. Так что надо быть особо внимательным. А все-таки как людям, как окружающим мы можем помочь привить культуру безопасного поведения, будь то в горах, либо же в лесах, на воде, неважно? Я так думаю, что наше телевидение, ваша передача в частности, многие другие информационные программы, они просто должны рассказывать, как и о нашей природе, о ее красотах, так и об опасностях, которые могут нестись из-за этого. И, в общем-то, люди уже сами должны понимать это, выбирать. И я надеюсь, что это будет развиваться и расти. То есть, очень часто, я думаю, многим жителям республики приходят сообщения, да, о том, что будьте осторожны, там, проливные дожди и так далее. Все-таки какая-то, можно сказать, если просветительская работа с гражданами ведется, может быть, в общем каком-то формате, в открытом? Ну, в открытом формате у нас несколько клубов, как альпинистских, так и туристские клубы есть. У нас есть фирмы, которые предоставляют возможность прогулок в горы. То есть достаточно хорошо, на мой взгляд, уже началась эта работа. И я надеюсь, что она будет продолжаться и развиваться в дальнейшем. То есть, прежде всего, будем, наверное, рекомендовать нашим телезрителям оставаться бдительными, быть внимательными, соблюдать все меры безопасности, Абсолютно о которых вы правильно, сегодня да. упоминали. За что вам спасибо большое, было очень интересно, и спасибо, что нашли время и заглянули к нам в студию. Вам спасибо. Спасибо. А на сегодня это все. Вы смотрели «Вечернюю смену». Благодарю за время, проведенное с нами. Всего доброго и до встречи в эфирах.